Зимний маршрутный учет – это так называемая перепись лесного населения. На основе собранных данных рассчитывается численность животных, а чуть позже определяются нормы, квоты и лимиты добычи на предстоящий сезон охоты. Как происходит зимний маршрутный учет? Государственные инспекторы охраны природы по заданным маршрутам фиксируют следы зверей, погодные условия, состояние кормовой базы, влияние хищников, браконьерства, проводят сравнительный анализ с прошлым годом. Сейчас мы наблюдаем следы лисы. Ходила сегодня утром. Вот так вот делаем. Сегодня у нас погода где-то минус 30. След не затвердел. Глубина снежного покрова составляет у нас 38 сантиметров. Учет ведется на особо охраняемых природных территориях и на охотничьих угодьях общего пользования. Нынче перед хангаласскими госинспекторами стоит задача до 25 марта преодолеть 73 учетных маршрута общей протяженностью 736 километров. На сегодня ими пройдено 50 километров и уже есть промежуточные результаты. Судя по следам, у нас добавляются, участились следы зебра, это благородная лень, и лисицы. То, что участились следы лис, связано с тем, что охотники особо не охотятся на лис. Нет уже таких охотников, промысловиков, которые именно занимаются пушниной. Попутно госинспектора охраны природы также проводят биотехнические мероприятия. В частности, наполняют подкормочные площадки сеном и березовыми вениками. Подкормка сейчас необходима диким животным, так как из-за толстого слоя снега им сложно добывать пропитание. Помимо госинспекторов, биотехнические мероприятия выполняют и охотники-любители. Для этого они заключают договора с местной инспекцией экологического надзора. Например, житель поселка Махсыгалох Леонид Евстифеев занимается биотехническими мероприятиями с 2019 года. 5 площадок у нас подкормочных, 3 солонца. Участвуем вдвоем постоянно. Вот с другом ездим. Каждый январь, февраль, все как положено. Подкормка, заготавливаем сено, летний период, венники в июне месяце. Ну и комбикорм сейчас в марте месяце также будем соли развозить по солонцам. Те охотники, которые добросовестно выполняют условия договора, осенью при распределении разрешений на охоту имеют приоритетные позиции. На этот год договора на проведение биотехнических мероприятий на охотничьих угодьях общего пользования заключили более 80 охотников-любителей. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.